Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что смотрите мои видео, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши лайки и донаты. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему, где и в чем вас счастье поджидает. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте вместе посмотрим, где же и в чем вас счастье поджидает. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, где и в чем вас счастье поджидает? Ну вот с правой стороны у нас фигурка медведя вышла. Медведя, который стал на задние лапы. С длинными, кстати, когтями. Знаете, как будто бы защищает вас. Оберегает, защищает. Но по медведям могут проходить как и близкие люди, так и совершенно случайные. Просто, знаете, сильная волевая личность, смелый и активный человек. Вы все разные, отсыпка у нас общая, у каждого отыграется по-своему. С правой стороны в какой-то темный час, либо в какое-то время, ну, скажем, не очень приятное для вас, когда есть какие-то неприятности, притязания, проблемы, кто-то встанет на вашу защиту. Мощно встанет. Так встанет, что все неприятности и всех неприятелей распугает. Знаете, сдается мне, что вас особо по жизни никто никогда не защищал. Никто никогда не помогал. Как будто бы никому никогда особо вы не были нужны. Да, вот чтобы за вас, либо для вас, либо ради вас, вы тогда открыты были всем. А вот отдачи никакой не получали. И тут на тебе. Добрый человек будет за вас стоять не на жизнь, а на смерть. Защищать до последнего. Знаете, даже как с собой рискнет ради вас. Очень классная картинка. Девушки и женщины, если вы попали, либо, не дай бог, да, попадете в какую-то трудную ситуацию, поверьте, совершенно незнакомый мужчина благородного вида и, кстати, может быть, даже постарше, чем вы до возраста, прям без всякой вашей просьбы, да, встанет на вашу защиту. Это будет настолько приятно, настолько непривычно, прям даже какое-то удовольствие испытаете. Так памятный день будет для вас, памятный день. Кстати, у кого-то даже отыграется судьбоносное знакомство, которое начнется с того, что вас кто-то защищает. Да, незнакомый человек станет вас защищать, защитит, потом вы познакомитесь и дальше с этим человеком будете по жизни связаны. Кто-то браком, кто-то дружбой, кто-то работой. Да? Ну, каждого по-своему отыграется. Но это точно будет. Так, еще. Здесь вас счастье поджидает в семье. Ваша семья, ваши прям самые близкие, да, родственники. А может быть, это дальние ваши родственники. Здесь какие-то очень счастливые новости придут. Новости, которые вот словно солнышко, да, и согреют, и порадуют, и надежду подарят. И прям праздновать захочется. Опять же, вы все разные. У кого-то отыграется как зачатие детей, может быть, рождение детей, чья-то свадьба, кто-то чего-то добьется, успеха, возможности, деньги. Ну, понятно, да, у каждого по-своему отыграется. Но радоваться будете даже больше, чем сами за себя. И такой момент идет. Так, еще счастье. Какой-то из девушек идет послание о том, что счастье ее поджидает в объятиях того, кого она очень-очень сильно любит. Мужчина, которого вы очень-очень сильно, пресильно любите.
как самая большая любовь в вашей жизни. Вот я вижу, что он вас в своих объятиях содержит. И вы просто кайфуете в его объятиях, прям растворяетесь в нем. Чувство даже не счастья, а какого-то блаженства вы испытываете. Девочки, может быть, он не рядом сейчас, может, поссорились, поругались, расстались, уехал, в командировке находится, да, но у каждого по-своему отыграется. Вот я вижу, что он вас очень-очень нежно обнимает и к себе прижимает. И вы наслаждаетесь этим моментом. Вам ничего не надо, ни денег, ни подарков. Но главное, чтобы он рядом был. И рядом с вами он будет. Такой момент, вот он с левой стороны. С левой стороны, потому что почему-то уверены, что не скоро это будет, что в принципе этого не будет. А будет. Видите, в неожиданный момент это произойдет. Вы не ждете, а он приедет, а он придет, а он обнимет. Девочки, любовь у вас. Любовь чистая, взаимная. И вы счастливы в своей любви. Вот это будет. Кстати, у кого-то, возможно, отыграется, что вы еще не полюбили. Да? Может быть, были какие-то у вас отношения, но так, что прям любить и по-настоящему, такого еще не было. Ну, не встретился такой достойный мужчина, которого бы вы так сильно полюбили. Тогда речь идет о том, что уже не за горами тот день, когда любимый, любящий человек будет вас очень-очень нежно обнимать. Вы будете с ним вдвоем наслаждаться жизнью. Не за горами, в ближайшем обозримом будущем. Кого-то из вас очень яркая, как победа, награда, достижение поджидает именно на работе, в работе. Прям огромная буква «В», и она вас чуть ли не накрывает. И еще какой-то человек на длинных ногах с длинными руками. Он вам эту вышечку дает. То есть человек, который кричит о вашей победе, человек, который отмечает вашу победу, ваши достижения, человек, который вас за эту победу хвалит, либо денежно вознаграждает. Ну, как начальник, либо начальница. Да, человек, который выше, чем вы стоите. Кстати, если вы занимаетесь собственным бизнесом, возможно, это заключение какого-то очень выгодного, успешного и долгосрочного контракта. Тоже да, такая вот победка ждет. Вы либо ваш близкий человек. Так, еще и счастье поджидает в моменте какого-то освобождения. Чего-то вы освобождаетесь. Чем-то вы были как скованы. Может быть, это какие-то проблемы. Может быть, это какая-то болезнь. Может быть, это какие-то даже долги. Да? Человек себя не чувствует свободным. Вот идет момент, когда вы освобождаетесь, когда вы эти оковы с себя сбрасываете, чувствуете небывалую легкость, да, наслаждаетесь моментом. Опять же, вы все разные. Смотрите, здесь даже показали мне время смены сезонов. То есть сейчас у нас зима, следующая у нас весна, где-то вот промежутки, да, когда зима в весну переходит. Вот этот момент отыграется. Так, еще счастье вас поджидает под крышей казенного дома. Ну, казенный дом — это ваша работа, это больница, это школа, это какой-то госорган, госучреждение. Да, вот казенным домом называется. Суд, кстати, тоже казенный дом. Вот вас там счастье поджидает. Момент какой-то истинной справедливости и верховенства права и закона. Причем вот как равное для всех, да, равное для всех. То ли вам что-то там положено, то ли выдадут, то ли в вашу сторону, да, какое-то правильное действие предпримут, то ли в суде что-то для вас успешно решится, разрешится, то ли документы нужные вы получите. Ну, вы все разные, опять же, да, это же общая отсыпка. Но вот именно в казенном доме почувствуйте себя счастливой. Что-то произойдет вразрез вашей ситуации, вразрез тому, что вы ждете. Да? То есть вы настроены на какую-то негативную сторону, там ни во что не верите, такой пессимизм у вас разыгрался. А нет, все будет по-другому, все будет замечательно. Так, еще счастье. Здесь востребованность ваша идет. Востребованность. Кто-то будет востребован как специалист, кто-то будет востребован как друг, подруга, кто-то будет востребован
как мужчина, либо как женщина. Но опять же, вы все разные. Вы как на расхват. Очень много людей вами интересуются. И очень много людей хотели бы с вами пообщаться, не знаю, познакомиться, посотрудничать. Так, вам просто попасть, не знаю, на прием, на глаза. Ну вот идет такая ситуация. Хорошие люди, интересные. Вы в себя поверите. В себя поверите. Это очень важное качество, да, верить в себя, доверять себе, верить себе. Вот оно у вас идет. Я не знаю, чего вы будете больше счастливой. От того, что столько людей вас будет интересных окружать, и все будут прям к вам стремиться. Либо от того, что вы сами себе верите и вот в себе уверены даже, да, в себе уверены. Ну, хороший момент. Так, еще какая-то увеселительная прогулка, дорога, поездка у вас идет. Может быть, кому-то поедете на юбилей, на день рождения, просто в гости, да, тоже можно поехать. Слушайте, так вы весело поедете, так хорошо время проведете. Вот давно такого не было. Вы прям как расслабитесь, о каких-то проблемах забудете, какие-то навязчивые мысли перестанут вас посещать. Прям приятно-приятно. Хорошая дорога, хорошее мероприятие и почаще, да, почаще выбирайтесь в такие места, к таким людям по такому поводу. Да. Поднимайте себе настроение, развлекайтесь, отдыхайте и поменьше концентрируйтесь на каких-то неприятностях. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя, и пусть каждое мгновение вашей жизни будет самым светлым и самым счастливым. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.